сохранилось немало цитат из речений казахских ученых. Предлагаем вашему вниманию крылатые слова исторической личности, великого ученого Аль-Фараби. Однажды кое-кто показал спелое яблоко Абу-Насыр Аль-Фараби и задал такой вопрос. Какое хорошее качество есть в этом яблоке? Цвет, сок, вкус или форма? Тогда Аль-Фараби ответил: самым хорошим качеством обладают его семена, потому что это яблоко само выросло из них, и от этих семян вырос целый сад. Находясь далеко от родных мест, Аль-Фараби, посвятивший всю свою жизнь науке, в старости встретил своих земляков на караванном пути и сильно взволновался. Расспросив про родину и успокоившись, он на своей любимой дамбре, прозванной Кипчаки, написал: «Дорогой мой Кипчак, я сильно соскучился по родной земле, преклоняюсь перед твоим именем, где бы я ни находился», и передал дамбру своим землякам в качестве подарка. Во дворце было собрание правителей, ученых и умельцев. На это собрание попал скромно одетый Аль-Фараби и расположился на непримечательном месте. Вдруг управляющий собранием спросил, обращаясь к Аль-Фараби: «А каким же искусством обладает наш гость?» Тогда Аль-Фараби вытащил из своей сумки дамбру Кипчак и начал искусно играть на ней. Поначалу забавный кей рассмешил всех присутствующих. Затем он заиграл по-другому, и все слушатели затихли, впали в печаль. А когда Кипчак-дамбра перешла на добрую, приятную, более нежную музыку, все затихли и задремали. Тогда он написал на бумажке: «Эти ки исполнил Кипчак Аль-Фараби», и вышел из дворца. Приняв эстафету учения Аль-Фараби как великой личности великой степени, от молодых специалистов мы передаем эстафету методическому объединению английского